Это актуальное интервью в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Депутаты Государственного собрания Илтумен приняли поправку в республиканский закон об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в республике, которая устанавливает дополнительные ограничения при продаже алкоголя. Что изменится теперь? Такова тема разговора на сегодня. Наш гость в студии Кирилл Лазарев, начальник департамента предпринимательства и туризма города Якутска. Кирилл Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Со вступлением в силу поправки в республиканский закон с 1 сентября этого года какие изменения уже произошли в Якутске? Как вы знаете, у нас закон работает давно, то есть у нас работа государственных и муниципальных властей идет планомерно. И в ближайшее время уже все наши меры будут видны и актуальны, так как они задействованы на долгосрочную перспективу, на ближайшие 5-10 лет. А есть такая поправка в закон, которая поможет закрыть около 60 так называемых лже-кафе, по-другому их называют еще наливайки, которые имеют площадь не менее 75 квадратных метров. Как это будет происходить и какие органы власти здесь задействованы? На сегодняшний день у нас в данном направлении работают Министерство предпринимательства, торговли и туризма республики и Министерство внутренних дел. Сейчас они вносят организациям общественного питания, так называемых лже-кафе, требования и представления о прекращении нарушений действий закона. Потому что одно из таких новоявленных событий стало закрытие одного из таких заведений, которое располагалось в районе площади Орджоникидзе. И, собственно говоря, оно переехало почти туда же, но ближе к Саха-театру. Как отреагировало правительство на такой поступок со стороны предпринимателей, которые держат такие заведения? Да, мы наблюдаем, мониторим за ситуацией на рынке. И это не первый такой случай. Как мы видим, уже у нас несколько организаций так поступили, пошли на расширение. То есть в действующих условиях, где они находились, они не соответствовали закону. И вот сейчас они переезжают, обходя и находя лазейки в законе. Но это мы держим на контроле, скажем так, руку на пульсе. И совместно с контрольно-надзорными органами будем продолжать работу. А закроются ли такие заведения, которые расположены в зданиях многоквартирных домов или на прилегающих территориях, где находятся школы или детские сады? Тут надо немножко пояснить. У нас, получается, действует постановление окружной администрации 118-П, где у нас утверждены расстояния от социальных объектов, объектов образования, здравоохранения и иных для розничной продажи и при оказании услуг общественного питания. Так называемые лже-кафе у нас относятся все же к общепиту. И у них, благодаря нововведениям в законе, ограничения по площади обслуживания установлены 75 квадратных метров. Если они не соответствуют данным требованиям, они должны будут прекратить свою деятельность или же переформатировать свой бизнес. Но до введения поправок в республиканский закон была еще и такая мера, что должно быть расстояние от входа в место, где продают алкогольную табакосодержащую продукцию, как раз-таки до школ, детских садов и иных учреждений. Здесь ведь тоже предприниматели нашли лазейку и начали закрывать основные входы и перестраивать их с другой стороны здания. Да, ранее у нас считалось по кратчайшему пути следования по пешеходным зонам. Сейчас у нас идут по радиусу. И от входа до непосредственно входа, от крыльца до крыльца. И у нас есть, конечно же, тоже такие спорные моменты. Они уже у нас решаются в соответствии с законами Российской Федерации и Республики. А сейчас по официальной информации насчитывается около 60 лже-кафе у нас в Якутске, и их работа будет ограничена. Но, как утверждают многие, они все-таки не закрываются. Что предстоит сделать окружной администрации города Якутска в этой ситуации? Как я ранее говорил, у нас две структуры могут влиять и проверять, скажем так, проводить мероприятия по отслеживанию законодательства. Это у нас Министерство предпринимательства, так как они у нас лицензирующий орган, контроль и лицензионные разрешения выдает. И Министерство внутренних дел в части уже соблюдения требований законодательства.
У нас окружная администрация, органы местного самоуправления выступает в качестве организатора и информационного сопровождения для более точного ведения, скажем так, борьбы. Но ведь ранее сотрудниками как раз-таки Министерства внутренних дел проводились рейды по таким заведениям, когда заставляли закрывать заведения, поскольку они нарушали законодательство. Почему сейчас такое не проводится? Тогда было изменение в части режима работы, то есть ограничили время продажи. И это можно было легко отслеживать путем наблюдений визуальных, внешних. А сейчас у нас встает проблема о том, чтобы определить площади обслуживания. На данный момент они у нас определяются правоустанавливающими документами, такими как технический паспорт или план с экспликацией. И сейчас у нас проводится работа по как раз-таки получению данной документации. Нам обращаются предприниматели, сами приходят и доказывают, что у них площадь обслуживания больше. Это скажем так, законопослушные граждане и предприниматели, которые подходят к исполнению закона осознанно. А в остальной части мы будем обращаться за помощью в прокуратуру города, также в вышестоящие органы для решения данной проблемы. Сейчас предлагаю вам немножечко порассуждать. Я могу, конечно, ошибиться, но где-то году в 2013, когда еще главой региона был Егор Афанасьевич Борисов, тогда уже были введены ограничения на время продажи алкоголя и стали продавать алкогольную продукцию по всей территории республики с 14 до 20 часов. Почему же с ходом времени все равно такие заведения пользуются популярностью и остаются на самых видных местах у нас в городе? Сложно об этом говорить. Спрос рождает предложение. То есть, ввели ограничения, и, как мне кажется, люди начали просто или пользоваться услугами, так как это намного проще и удобнее, зайти по пути с работы или иных мест и приобрести алкогольную продукцию, несмотря на ограничения. Конечно, чем больше запрещать, тем больше будет нарушителей. Но введение нормы в 75 квадратных метров может ли задеть легальный бизнес, в частности, заведения общепита, настоящие рестораны и кафе? Да, есть такая угроза. По предварительному мониторингу у нас подпадает 7 лицензиатов. В настоящее время с ними ведут работу сотрудники Министерства предпринимательства. А лицензия должна быть зарегистрирована с точки зрения индивидуального предпринимателя или все-таки общества с ограниченной ответственностью для того, чтобы вести торговлю алкогольной продукцией? По реализации крепких алкогольных напитков лицензия выдается в соответствии с федеральным законом 171 ФЗ. И лицензирующий орган, в данном случае Министерство предпринимательства, в соответствии со своими порядками им предоставляет лицензии. По пиву и прочим пивным напиткам они не лицензируются. Как раз-таки о лицензиях и хочется спросить вдогонку, почему же до сих пор не придумана здесь какая-то мера? Может быть, все-таки были какие-то предложения, но они оказались не рассмотрены? В этом плане, я думаю, вам лучше поговорить с Министерством предпринимательства. И, Кирилл Петрович, вопрос, который завершает нашу беседу, в общем-то, то, с чего мы начинали. Опять возвращаемся к вступлению в силу поправок в республиканский закон. Какие нарушения уже были выявлены за действие этих поправок? На сегодняшний день у нас прекратили полностью свою деятельность 10 организаций, 9 находятся на реконструкции. То есть они или ведут расширение, или же меняют свое направление бизнеса. Пока мы не можем конкретно об этом говорить. И в дальнейшем у нас проводятся сейчас мониторинги, выезды, где выдаются разъяснения для владельцев бизнеса по поводу того, как они могут или доказать, что у них бизнес соответствует действующему законодательству, или же иначе для сбора материалов
и дальнейшая работа уже наших контрольных органов. Ну что ж, Кирилл Петрович, благодарю вас за беседу. Многое стало более или менее понятно. Я очень надеюсь, что те, кто смотрели это интервью, сделают для себя необходимые выводы. До свидания. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.